Поздравляя коллектив Сухумского научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии, глава государства Рауль Хаджимба отметил, что путь, пройденный учеными, – это часть истории становления абхазской науки и формирования интеллектуального потенциала страны. За этот период Центр выдвинул ряд крупных специалистов, кандидатов и докторов наук, профессоров, академиков, чьи глубокие исследования получили международное признание. Институт может гордиться тем, что здесь готовились обезьяны для полета в космос по программе «Бион». Здесь были созданы первые в мире модели ряда вирусов, проходили испытания новые антибиотики и лекарства. Еще в 1981 году в АГУ на базе ИЕПИД начала работать кафедра экспериментальной биологии и медицины. Инициаторами стали директор НИИЭПИД Борис Аркадьевич Лапин и ректор АГУ Олег Алексеевич Гварамия. Война нанесла огромный ущерб институту. Сегодня при поддержке государства изыскиваются возможности для его полноценной деятельности. Ныне институт является одним из ведущих структурных звеньев Академии наук Абхазии. Нас радуют успехи молодых ученых, занятых серьезными научными изысканиями на базе института. Ректор АГУ, академик Олег Гварамия, который был одним из инициаторов создания кафедры экспериментальной биологии и медицины, рассказал присутствующим, как в 1981 году реализовывалась эта идея. Дорогой Борис Аркадьевич, мы с вами в 1981 году задумали очень хорошее дело. Была программа тактическая, но время превратило ее в стратегическую. Мы задумали создать базовую кафедру для подготовки кадров для обслуживания медицинских учреждений. Время, которое мы пережили, а это Отечественная война, это послевоенная разруха, показала, что тогда мы на долгие годы вперед решили стратегический вопрос сохранения того института, юбилей которого мы сегодня отмечаем. Скажу прямо, не все понимали важность этого шага, но настойчивость и мудрость Бориса Аркадьевича сделали свое. Кафедра была создана, и кафедру возглавил сам Борис Аркадьевич. Два поздравительных адреса от Института экологии и Академии наук Абхазии зачитал ученый Роман Дбар. Ваш институт достиг значимых успехов и занимает ведущее место в рейтинге медико-биологических учреждений страны. Сегодня НИИЭПИД по праву является одним из ведущих научных центров Абхазии. Это результат – бесспорная заслуга научного коллектива, людей, искренне преданных своему делу. Очень важно, что вы ведете научно-исследовательскую деятельность с учетом российского и мирового опыта, ориентируясь на практические потребности современной медицины. Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, ваш коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. Президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии профессор Владимир Хавинсон, посетивший нашу страну в дни юбилея института, отметил, что уже планируется ряд совместных проектов с абхазскими коллегами. У нас есть договор, подписанный между институтом и вашим учреждением, по поводу мы планируем исследования совместно на обезьянах, это первое направление, и второе – это с долгожителями. В этом году, в июле месяце, в Сан-Франциско проходил мировой конгресс по геронтологии. Он проходит раз в 4 года. Открывал его представитель ООН, и я, выступая от имени Европы, назвал Абхазию центром долгожительства. Таких немного мест в мире. Это прозвучало с трибуны. И поэтому наша цель приезда – это помочь вам, Владимир Владимирович, продвинуть институт
ну и вообще Республику Абхазию, поднять авторитет в области науки, что крайне важно для любой страны. А это делается через публикации в мировых изданиях, чтобы было, к сожалению, вот Конгресс проходил мировой, и там написано, какие страны, какие учреждения. Ну, там, к сожалению, пока еще не было вашего института и Абхазии. Но я гарантирую вам, что мы это сделаем и поможем вам максимально. Это первое. Второе. Я возглавляю базовый совет диссертационный по специальности геронтология и гериатрия в России. У нас прошло около 300 защит. И я предлагаю сотрудникам, вот Бориса Аркадьевича, сотрудники у нас защищали диссертации, там 4 человек, да? И мы предлагаем вам без очереди, без всего, и гарантируем прохождение в ВАКе. Я еще эксперт ВАКа. Да. В ходе торжественной части прозвучали многочисленные поздравления коллег и гостей из России и других стран. Завершила официальную часть юбилейной конференции работа лабораторных секций. Анастасия Никонова, Эдуард Даракелян, Абаза ТВ.